Салям тебе! Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно. В каждом видео я демонстрирую простой, легкий, эффективный способ быстро запоминать слова. Таким образом, вы сможете быстро наработать себе лексикон и постепенно начать понимать казахский язык. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как кайша. Вот здесь вот первая буква К с хвостиком. Она звучит как К. Не К, не Х, а К. Кайша. Кайша – это ножницы. Происхождение этого слова, этимология, происходит, оказывается, общее. И тюркский, и в тюркских языках, и в монгольских языках есть такое слово было, и оно означало резать. Для того, чтобы, я думаю, что как выглядят ножницы, вы знаете все, наверное, да? Но вот это наши большие такие производственные ножницы кайши для тяжелых толстых тканей, для пальтовых тканей. Есть, конечно, очень большое количество кайши для маникюра, для тканей, садовые есть, большие кайши, всякие разные. Я думаю, что есть кайши и хирургические наверняка, да, есть кайши кондитерские, есть кайши для мяса, для куриц, в общем, большое множество кайши. Ну и как обычно мы начинаем составлять русские предложения, подставляем вместо слова ножницы слово кайши и начинаем составлять достаточное количество предложений. Например, в нашем деле кайши является основным инструментом, потому что без кайши невозможно ни выкроить ткань, ни подрезать излишки, ни отрезать ниточки, ни нарезать какие-то тесьмы, полосочки, какую-то отделочку невозможно. Поэтому у нас, например, на работе, ну, наверное, штук 20 разных кайши есть. Сейчас вышли, ну и не сейчас, уже давно, в принципе, есть такие дисковые кайши, у которых нет двух лезвий, да, вот так, которые соединяются друг с другом, но, тем не менее, они выполняют свою функцию. У них есть диск, который крутится, и по мере наезжания он разрезает слои ткани. Но дисковые кайши мы обычно используем для того, чтобы резать настил, то есть там ткани 5, 6, 10 слоев ткани, и потому что очень сложно вручную это все резать, мы используем дисковые кайши. Маникюрщицы обязательно должны обрабатывать свои кайши после каждого клиента, чтобы не занести какую-то инфекцию к другому клиенту. Значит, для того, чтобы заточить кайши, у нас в городе есть прям несколько мест, где реально люди очень хорошо, мастера хорошо затачивают кайши, потому что заточить кайши – это целое искусство. Вот, если правильно заточенный кайши, он хорошо режет, он не сдвигает ткань, он делает ровный идеальный срез. Ну и самое главное, самая главная особенность – он не сдвигает ткань. Я время от времени закупаю новые кайши, потому что их не хватает нам. Если они не очень качественные, они очень быстро выходят из строя. Самые хорошие кайши считаются, которые сделаны из хорошей стали. Но они, конечно, и дорого стоят. Ну, вообще любая вещь, которая хорошего качества, она, конечно, дорого стоит. Еще хочу вам немножко дать такой историческую справку про кайши, но это касается только нашей семьи, нашей бабушки. Вот у меня родная бабушка, это папина мама. Она вышла замуж за деда, но она была совсем практически еще подростком была, по-моему, она в 12 или в 13 лет ее привезли, но, правда, у казахов выращивали, то есть привезли, но
Она просто жила как другой член семьи, ее выращивали до какого-то периода. И вот. И у казахов есть такой закон, что ты не имеешь права называть по имени взрослых людей, которые со стороны мужа или со стороны жены. Ага. Вот. И у папы дядю звали Кайша. Кайша Ата. Кайша Ата. И она не могла, соответственно, называть этот инструмент. Вот этот инструмент она не имела права называть Кайша. И она придумала для этого инструмента название и называла его Декерт. То есть вот сколько она жила, она прожила 90, по-моему, 4 года или чуть меньше, точно не помню. И вот из них, наверное, где-то лет 80, да, она называла эти ножницы не Кайша, а Декерт. Вот. Почему? Потому что, ну, вот такое правило, вот такой закон. Такой небольшой экскурс. Вот. И когда, например, у казахов, когда хотят назвать в честь дедушек, бабушек, да, казахи обычно не согласны на это. Почему? Потому что получается либо сноха, либо зять будет называть имя как бы предка со стороны жены или со стороны мужа. А это неприемлемо. Вот такой небольшой экскурс. Вот, ну, что еще можно сказать? На самом деле сейчас очень большое количество кайша. Есть и стальные, есть и железные, есть и не знаю, какие еще. Пластиковые, по-моему, тоже есть. Для бумаги, по-моему. Ну, такой закаленный нанопластик. Еще точно не знаю. Может быть, даже есть и керамические. Я не удивлюсь, если есть керамические кайша. Вот, так что составляйте свои собственные предложения со словом кайша до тех пор, пока вы действительно не запомните это слово. Количество предложений, не устаю говорить об этом, играет большую роль. Только количество предложений служит гарантией того, что вы запомните это слово реально. И в любой момент в дальнейшей своей жизни вы сможете без усилий раз и использовать это слово при разговоре на казахском языке. Спасибо вам за то, что смотрите мои видео, за то, что ставите свои сердечки, комментируете, подписываетесь на меня. Мне это очень приятно. Большое спасибо. Мы продолжаем идти к нашей хорошей цели. Научиться разговаривать и понимать казахский язык. Сау болыңыз. До свидания.